Васильевы Людмила Иннокентьевна и Геннадий Иванович – старожилы поселка Хандыга. Вместе уже 54 года. В следующем году отметят изумрудную свадьбу. Семья Людмилы в девичестве Косыгиной перебралась в далекую Хандыгу в 1945 году из села Урлинга Усть-Кутского района Иркутской области. Трагичная и обычная история простой сельской семьи тех времен. Мама у нас, конечно, чернорабочая, потому что учиться ей совершенно не дали, она в многодетной семье. Жили, ну вот по тем временам, вот как они жили. Она говорит, у нас коровяшек было штук от 16 и больше. Ну вот отеляться и все. Лошадей меньше 3 тоже не было. Вот это все надо было вот косить, поить, кормить. А что, говорит, на себе было, то и под себя было. Вот столько одежонки было, вот что на себе, то и спали на нем. Это, говорит, валенки или чирики, вот они там, они вот это, вот в туалет кому-то сбегать, значит, схватали, убегали, а так вот босиком в школу вот попробовали ходить, способности были большие, священник приходил, уговаривал, отдайте Катю учиться. А родители говорят, а кто будет нянькаться с детьми? Саму отдавали, 7 лет уже работала. Вот периодами, вот еще года 2 она в школе поучилась, она вот ей сколько было уже, она у нас до 63 лет прожила, светлой памяти, мамочка. А вот в 60 лет она еще читала книги серьезные такие, как, вот, допустим, «Собор Парижской Богоматери». Книгу вот «Колыбельный горбунок», она ее знала наизусть. Она вот своим внукам, она ее рассказывала наизусть, не читая. Но вообще-то, конечно, она у нас очень такая была бы, как сейчас сказали, эрудированная, учиться только не дали. У Косыгиных на войне в 1943 году при прорыве блокады Ленинграда погиб кормилец семьи. Жена Екатерина осталась с 5 детьми на руках. Самая маленькая, наша героиня Людмила, была еще грудничком. Она родилась в 1942 году. Вот его в 1941 году и взяли где-то в конце, потому что я вот отголоски 1942 года и родилась. Ну вот я как понимаю, где-то осенью. Ну вот как созыв был, туда взяли. И вот насколько вот мама рассказывала, насколько вот я еще сведущую взяли его в сибирскую дивизию, он пулеметчиком был, это факт. 2 раза он был ранен. И вот именно его сразу как сибирскую дивизию вот к Ленинграду их там всех отправили, потому что вот такое тяжелое положение было в Ленинграде. И вот при прорыве уже вот этого Ленинграда, там битва была, конечно, страшна, потому что он там не один был, были с деревни еще мужики. Они рассказывали, ну вот когда-то, ну что я тогда ребенок была сама, что там, то, что там я жила, не помнила. А вот то, что в 1979 году уже, когда приезжала, вот там, ну там уже многих тоже не осталось. Это спасибо тете Лене, она вот собирала сведения, мне рассказывала. Вот ему оторвало ногу, по самый пах ногу оторвало. Он еще живой был. Если, говорит, его даже вот тут бы вытащили еще, то может, кто-то его знает, может быть, его и спасли. А так он в этой воронке лежал, истекал кровью, и никто не мог ему... Ну вот бой такой страшный был бой. И когда за него пришли, он уже кровью истек просто вот так. Да. Вот это вот 3-е ранение уже было полностью, так его не стало, в 1943 году. Ну, а так вот мама с 5 с нами осталась. Да, и самое-то главное, что он даже не знал, кто у него родился, кто родилась я. У Ольги, сестры матери, 9 мая 1945 года тоже погиб муж. Сестры, оставшись без мужей из-за большой нужды, решились выехать с детьми в город Якутск. В столице Якутской ССР жила еще одна сестра Рима Иннокентьевна, но и там оказалось нелегко. Тогда они двинулись дальше, на северо-восток, в Тампонский район, куда был сослан их брат Семен. В родном селе он работал завхозом. И по печально известному указу 7-8, который также известен под названием «Закон о колосках», был осужден и выслан в лагерный пункт Хандыга. Он завхозом где-то работал, доброжелателей-то было много. Мама рассказывала, за что сослали. Нас же много было в семье, он хотел как-то помочь. Работали на заготовке зерна. Вот там, вот, когда на конской косилке косят, и вот это остается, вот эти все колоски с зерном, вот он собирал в сумку и маме относил. Мама ночью выпаривала, ну, кто-то доброжелатели нашлись. Ну, много тогда было таких, все жить хотели. И вот его за это сюда отправили. И вот мама с нами и тетя Оля со своей единственной дочерью Луизой приехали в Хандыгу в 1947 году. С 1947 года мы вот здесь живем. В первое время 2 переехавшие семьи жили у Семена. Хандыга тогда была криминальной. Многие освободившиеся языка оставались в поселке и устраивали бесчинство.
От рук преступников погибла и Шура, жена Семена. В 1959 году Людмила окончила Хандокскую среднюю школу и сразу, как тогда было принято, школа производства ВУЗ, устроилась на работу телефонисткой в узел связи. Через 2 года поступила в Якутский техникум связи. Муж Геннадий Иванович – коренной якутянин, родом из Алахьонского, ныне Устьмайского района. Он единственный сын в семье Васильевых. В 1949 году переехал с родителями в шахтерский поселок Джбарики-Хая, через 2 года в поселок Хандыга. После школы 3 года служил в отдельном батальоне связи. Супруги познакомились в Хандыге. Она на каникулах подрабатывала в районном узле связи. Он работал монтером. С тех пор вместе, всю жизнь. Друг за дружкой родились дети. Сын Сергей и дочь Светлана. Васильевы – оба дипломированные радиотехники, коллеги и супруги. Людмила Иннокентьевна начинала работать оператором, радиотехником передающего радиоцентра, электромехаником АТС, а после до пенсии трудилась на выборной должности начальника Междугороднего телефонного телеграфного участка. Геннадий Иванович работал электромехаником, потом перешел инженером радиосвязи. 10 лет до 2000 года работал начальником ЛТЦ, затем до выхода на пенсию в 2006 году инженером радиосвязи. Ну вот самое интересное, Хандыга нас не отпускает. Все к Хандыге, распределение в Тополиное. Месяц дается сроку после распределения, потом ехать туда надо. Там двухэтажный дом был, нам в этом двухэтажном доме квартира уже. Дом этот сгорел. Все, ехать некуда. Вот так вот. Это вот, я говорю, Хандыга нас не выпускает, это точно. Остались здесь, ну, оператора меня поставили. Сначала оператор, потом вот это вот радиотехником там. Дальше. Потом вот это все уже радио ушло, и переводить стали меня на радиоузел. Потом на АТС, а у нас инженер радиосвязи был Сергей Петрович Савельев. У нас вообще был вот коллектив очень сильный. Вот просто очень сильный. У нас, вот, допустим, Сергей Петрович из Санкт-Петербурга, Крыль у нас был с Москвы, а Ицкевич с Киева. Вот они в разных вот техникумах учились, и вот эту всю вот эту свою массу они к нам сюда принесли. Специалисты классные. Просто специалисты такого высокого уровня, что возле них вот просто даже побыть-то и то уже за счастье. И вот когда меня хотели перевести уже в электромеханике на АТС, он завозмущался. Я вообще поразилась, потому что я думала, он ко мне так строго относится. Это моя кадра, я ее не отдам. И вот пока вот он работал, я его кадры так и оставалась. И я так и была радиотехник, передающего радиоцентра. Они умели не только работать, но и отдыхать. Каждые 2 года выезжали в отпуск к морю. Объехали с детьми весь Советский Союз. Были даже за границей в Болгарии. Своих детей Васильевы воспитали хорошими и добрыми людьми. Они сейчас во всем поддерживают своих родителей. Всегда вместе и в беде, и в радости. Даже живут рядышком. Это ли несчастье? Сын Сергей всю жизнь работает водителем. Дочь Светлана – кадровик. Трудилась в речпорту, ювелирно-гранильном заводе. Сейчас юрист в торговых рядах ЛГ. В 2016 году Васильевы отметили золотую свадьбу. У нас дом был практически в одном дворе с их местом работы. Мы с детства знали, где они работают. Мы ходили к ним очень часто. Они работали и в ночь, и в выходные, и праздничные дни. И мы знали, где мама работает, где отец работает. Частенько приходили, частенько видели, что это все очень сложно, что вся эта аппаратура, что все эти стативы, не стативы. С этим мы всегда были знакомы. Детство у меня замечательное, родители у меня самые лучшие, какие можно придумать. Это мои родители, любящие, заботливые, бабушки, дедушки, прадедушки. Всю жизнь вместе, всю жизнь рядом. Мы даже живем рядышком, у нас даже дом напротив. Внуки выросли на руках Людмилы Иннокентьевны, поэтому дом бабушки и дедушки для них родной. Ради внуков Людмила Иннокентьевна в 54 года ушла на заслуженный отдых, оставив профессию и активную общественную работу. Научили меня жить правильно, как правильно семью воспитать, создать семью. Ценить ее надо, ценить свою семью большую. Родственников много, уважать всех. Научили быть настоящим мужчиной в семье. Чтобы был глава семьи. Я внук единственный.
Сейчас уже хорошо, у них 2 правнука, наследие Васильевых продолжилось. Хорошо, семейство Васильевых будет дальше продолжаться расти. Это я этим горжусь, что я как бы наследник семьи Васильевых. Вот сюда переберемся, да, и будем кушать все дружно арбуз. Арбуз. Ну, а что вот просто так все сидим из угла в угол ходим? Арбуз бы поели. Я же специально его прям ждала, когда много народу придешь этот арбуз раскурочить и всем дружно съесть. Все праздники большая и дружная семья Васильевых-Сяткиных собирается в отчим доме, где за большим столом и чашкой ароматного чая не смолкает смех и радость. Лето супруги Васильевы проводят на даче у реки Алдан. Там и рыбалка, и прогулки на природе, душевный покой и отдых. Зимой у Людмилы Иннокентьевны руки не скучают от скуки. Она и шьет, и вяжет. Лучший подарок для нее – это нитки и схемы по вязанию. Другая отдушина – книги и выращивание цветов. Геннадий Иванович – спец по плотницкому делу. Хозяин дома все делает своими руками. Свой молоток 78-летний Геннадий Иванович не отдает никому. Оба разносторонние, начитанные люди, технически подкованные, разбираются во многих вопросах, выписывают познавательную литературу и газеты. Вот если они все-таки связисты, да, а сейчас у нас все-таки сотовая связь, да, как они сейчас с новой связью? Они с ней разобрались. Они с ней разобрались. У них есть дома техника. У них есть 2 компьютера. У них есть принтер цветной, чтобы печатать. Они пользуются сотовыми телефонами. И плюс отцу мы купили тогда сенсорный телефон. С сенсорным телефоном было чуть-чуть сложнее, но они его разобрали. Они умеют писать смс-сообщения, они умеют звонить. Они в WhatsApp пользовались, WhatsApp. Они прошаренные. Они молодцы, да, они умеют это все. Васильевы – богатая семья. У них 4 внуков и 7 правнуков. Они растут на глазах у счастливых супругов, которые всю жизнь живут в одном поселке, проработали в одном предприятии и с каждым прожитым годом любят и уважают друг друга еще крепче. Вы нас тружеников связь сняли. А теперь покажите, почему мы в этой Хандыге живем-то? Вот почему? Объясните людям, что вот эти вот места-то какие замечательные, какой у нас Алдан замечательный, какой у нас Тампот замечательный, речка Хандыга замечательная. Но ведь на самом деле же мы же не просто вот из-за того, что мы пришли на работу, сидим там и сидим, мы же просто живем во всем. Но на самом деле ведь это так.